қайырлы күн. Бүгін біздің 5-ші сабағымыз. Сегодня 5-й урок у нас уже с вами. Добрый день. На том занятии мы с вами, давайте вспомним, чем мы занимались с вами на прошлом занятии и какую домашку вы с удовольствием делали. На том уроке мы с вами научились переводить фразы «из-за погоды», «ниже к базару», «до твоего друга», смотря на ваше время. Мы с вами научились пользоваться такой группой послелогов дательно-направительного падежа. Мы с вами уже умеем пользоваться группой послелогов родительного падежа, группой послелогов дательного падежа. И сегодня с вами мы приступим к еще одной группе, которая включает 3 группы 3 падежей. Во-первых, почему мы их разделили? Дело в том, что 5 послелогов, 5 падежей имеют послелоги. Так вот, первый из них, алексептик, послелоги родительного падежа, они в одном формате используются. Второй падеж, вчерашняя тема, формат, следующий формат. И сегодняшние 3 падежа имеют 3-й формат. Иногда меня спрашивают, почему мы не идем по очереди, почему мы не идем так, как вот в таблице падежи расположены, да? Почему мы так не идем? Все очень просто. Если мы поставим темы, которые как они исследуют, как мы их проходим, тогда падежи между собой они изменят, тогда они будут по-другому стоять. То есть будет стоять родительный падеж, потом будет дательный падеж, потом именительный падеж, исходный падеж и инструментальный. Инструментальный тот, который соответствует творительному падежу, да? А потом будет творительный падеж, не творительный, прошу прощения, винительный падеж, и следом будет какой? 1, 2, 3, 4, 5, 6. И все. Да? Так, именительный, родительный, дательный, винительный, инструментальный и местный падеж. И местный падеж. Запуталась. Вот смотрите, даже я 100 лет этим занимаюсь, и если я начинаю в другой последовательности выставлять падежи, даже можно совершенно спокойно запутаться. На том уроке я вам говорила такую вещь, что язык очень комфортно изучать в сопоставлении с чем-то уже знакомым. И поэтому мы последовательность падежей оставили в той последовательности, с которой вы ознакомились, проходя курс русской школы. Именительный, родительный, дательный, винительный. То есть этот порядок мы оставляем, просто вставляются казахские послелоги, а проходим мы их так, как формируется наша речь. Поэтому немножко порядок интересный. Итак, я прошу взять в руки сводную таблицу падежей. И на этой сводной таблице падежей вы сегодня обратите внимание на первый падеж и на 2 последних. Первый именительный падеж, на исходный и на инструментальный. Именно с этими группами послелогов мы сегодня будем знакомиться. Также я прошу вас открыть рабочую тетрадь. И на листе 5.1 мы видим послелоги именительного падежа. Алгоритм тот же самый, что и на предыдущих занятиях. Повторюсь, что такое послелог? Послелог – это слово, которое идет после слова. То есть мы в словосочетании ищем послелог, ставим его в конец словосочетания либо слова, и потом уже ставим слово и связываем послелог со словом через определенное окончание. Так вот, первый из сегодняшних 3 послелогов группы это будут послелоги именительного падежа. Хорошая новость. В этом падеже нет окончаний. Значит, послелог будет стоять сразу после слова, либо после словосочетания. Группа послелогов достаточно большая. И глядя на них, вы понимаете, что эти слова в жизни очень сильно, на самом деле, нам всем нужны. Слово «секілді сияқты тәрізді», как мы сегодня научимся говорить, как дед,
целый час через друга, в качестве брата, для ребенка, о работе, по плану и каждый день. Мы вот эти словосочетания сегодня с вами, и не только их, научимся формировать. Я хочу сказать, что сейчас, формируя словосочетание с постлогом, на самом деле мы с вами уже формируем кусочки предложения. Дальше следующие темы будут, это будут времена глагола, но кусочки в предложении мы с вами уже легко учимся формировать. Когда мы дойдем с вами до темы время глагола, вы сами себя в первую очередь, и во вторую очередь, я очень надеюсь, что и меня поблагодарите, что мы с вами, оказывается, уже столько научились делать. Сразу хочу сказать, что занимаясь на этом курсе, вы можете каждый день себе делать большие подарки, маленькие, большие. Вы обязаны каждый урок себя хвалить. Почему? Потому что вы занимаетесь самообразованием, раз, вы учите язык, и вы очень стремительно идете по курсу. Почему? Потому что сама структура данного курса, она немножко нестандартная, и мы здесь учимся не постепенно нарабатывать и в виде спирали создавать предложения, а мы учимся работать, мы блоки делаем. То есть вот если можно дом из кирпичиков составлять, а можно дом из блоков строить. Так вот мы язык из блоков строим. Мы с вами очень стремительно двигаемся по курсу. Другое дело, что находясь внутри процесса, вам это совсем не видно. Но я хочу сказать, что если внешне вы немножко отойдете от курса, посмотрите на свои записи, и вы смело можете сказать: да, я молодец. Потому что по-настоящему вы молодец. Итак, приступаем. После логи именительного падежа. Допустим, вот такой пример. Лист 5.1 для работы. Мы в таблице находим послелог для. Ушин. Мы видим слово работа. Жумус. И мы знаем, что вот этот послелог просит, чтобы окончание было нулевое. И у нас словосочетание готово. Жумус ушин. Но работа бывает не только, допустим, просто работа, а бывает моя работа. Давайте мы пример рассмотрим. Для моей работы. Допустим, вот для моей работы конкретно нужна доска, нужен маркер, бумаги нужны, да? Для моей работы. Алгоритм тот же самый. Мы обнаружили послелог для и поставили в конец словосочетания. Ушин. Теперь мы видим моя работа, и мы с вами уже легко это можем одним словом делать. Жумусум ушин. Мы помним, что послелог ушин просит, чтобы в слове не было окончания, то есть оно нулевое. И значит, словосочетание готово. Жумусум ушин для моей работы. И на листе 1.5 мы видим расписанное по еще 7 позиций, да? Сенің жұмысың үшін для твоей работы. Также мы можем сказать менің жұмысым үшін, то есть вот это окончание в виде местоимения мы можем прописать. Вы полное право имеете эти слова использовать, имеете полное право говорить менің жұмысым үшін. Также вы имеете полное право говорить жұмысым үшін. Будет обозначать то же самое. Сіздің жұмысыңыз үшін для вашей работы. Он жұмысы для его работы. Вот. И теперь давайте мы с вами потренируемся. Здесь немножко у нас есть примеры. Давайте потренируемся в употреблении этих послелогов. Иногда меня спрашивают: Сауль Мурат, обязательно писать? Я говорю весело: обязательно. Эффект у вас очень будет быстрый, если вы действительно будете писать. Как мой дед. Как мой дед. В таблице ищем перевод. Как? Сиякта. Сиякта. Мой дед. Менің атам. Менің атам сиякта. Как мой дед. Следующее выражение. Для вашего сына.
Обнаруживаем послелог для. Правильно, да? Для. Ушин. И мы с вами можем сделать ваш сын одним словом. Улунгас. Улунгас ушин. И последний пример. Очень такая популярная фраза по сценарию. Ой, сценарию. Мы обнаружили послелог по, бойша. И мы видим слово сценарий. Сценарий, слово не переводится. И вот готовое словосочетание. Сценарий бойша. Вот как можно легко научиться пользоваться этой красивой группой послелогов, которые относятся к именительному падежу. Идем дальше. Следующий падеж, который имеет послелоги, это исходный падеж. В вашей рабочей тетради лист 5.2. Чем же он примечателен? Он примечателен тем, что у этого послелога, этого падежа другие окончания. Это окончания дан-ден, тан-тен, нан-нен. Вы видите, здесь они у вас зеленым цветом обозначены. Небольшая группа послелогов. Эребира, брункин, сон, баска. Сейчас мы с вами научимся говорить дальше от моего дома, ближе от кафе, до урока, после работы, кроме нас. Давайте мы возьмем пример кроме работы. Кроме работы. Послелог кроме. Баска. Работа. Жумус. И этот послелог, смотрите на схему. Слово плюс окончание плюс послелог. И значит, данный послелог просит, чтобы здесь было окончание вот этого падежа. И у нас жумастан баска. Кроме работы получилось. Далее на листе 2.5 написано, давайте возьмем там кроме моей работы. Да? Такой вариант. Кроме моей работы. Пишем, обязательно пишем все. Обнаружили послелог кроме, баска, моя работа. Так, уважаемые, одним словом, жумусом. И мы с вами знаем, что послелог баска просит, чтобы в слове был шерасептак, исходный падеж жумусом нан, баска. И далее здесь расписано, кроме твоей работы, кроме вашей работы, кроме его работы, пожалуйста, можете поставить на паузу и посмотреть. И теперь давайте потренируемся использовать эти послелоги. На самом деле казахский, как конструктор, он очень простой. Научиться пользоваться казахским, научиться разговаривать на казахском достаточно несложно, достаточно просто. Наверное, в первую очередь нужно разобраться с эмоциональной частью языка, так скажем. Да? Полиглот Петров говорит, что язык это состав из двух составляющих. Первая составляющая – это математическая составляющая. Это сам язык, как конструктор, логика, это все, что наполняет язык. А вторая часть – это эмоциональная сторона, то есть математическая и эмоциональная. Так очень часто до языка, конкретно казахского, людей не допускают эмоции. Почему? Потому что люди думают, что язык учить сложно, учить нужно долго, это очень тяжело, это непонятно. На самом деле казахский язык, он является очередной дисциплиной. И если просто отбросить все эмоции и позаниматься, действительно можно быстро овладеть, потому что данный курс, данный принцип изучения языка – это изучение языка как конструктора. То, как формируется язык, то, как слово. Вот мы с вами научились слово формировать, потому что 4 вида окончания уже почти знаем. Мы уже с вами делать можем сложные словосочетания, допустим, друг моего брата. И еще мы можем словосочетание усложнить наличием послелога. То есть мы с вами уже определенный прям кусок можем сделать, сложное словосочетание с послелогом. И когда мы вот эти соберем, отдельные кусочки, и поставим глагол, допустим, там, кельда, то это будет пришел, тот-то оттуда с тем-то пришел.
Поэтому изучать казахский очень-очень легко. И знаете, есть масса случаев, когда изучают казахский иностранцы. И у меня личный опыт был, я общалась с парнем, которого звали Уильям. Он англичанин с Лондона, находился в Казахстане, изучал русский и казахский. Так он сам по себе полиглот. И я очень рада, что вот в моей практике было такое вот общение с таким человеком, потому что казахский он выучил фактически по книгам и самостоятельно. Но нужно отдать должное, что Уильям полиглот, он умеет самостоятельно учить языки. Это тоже интересный очень навык, самостоятельно изучать языки. Так он сказал такую хорошую фразу. Мне казахский очень понравился. Почему? Потому что казахский – это конструктор Лего. В казахском языке есть кубики, которые нужно очень крепко, хорошо знать. И потом в одном сочетании кубик может, сочетание двух кубиков, одно обозначает сочетание, в другом сочетании другое, в третьем там, следующее. Поэтому и он появился тогда, когда на тот момент я уже практиковала, наверное, около 10 лет. И вот так Уильям в 2-3 предложениях сказал то, что я людям не могла донести в течение там, 8-10 лет. И теперь сейчас, вот благодаря ему, я использую его фразу «казахский – это конструктор». Его очень легко выучить. Если сказала бы я, то вы можете сказать: ага, Салюмрат на лицо заинтересованное, да? Она говорит, чтобы там не напугать. А это он, во-первых, не казах и даже не казахстанец. Это совершенно сторонний взгляд на изучение казахского языка. Так что все у нас с вами будет хорошо. Следующий падеж, значит, и теперь мы давайте потренируемся в использовании послелогов исходного падежа после нашего урока. После нашего урока. В этом словосочетании мы видим послелог «после». Мы его нашли перевод и пишем в конец словосочетания. Кейін. Мы видим наш урок одним словом. Сабағымыз. Мы знаем, что послелог кейін, он просит, чтобы в слове был исходный падеж. И в данном случае это будет сабағымыздан кейін. Ниже к его улице. Опять словосочетание, которое близко алматинцам. Так, ниже от его улицы. От его улицы. Мы видим ниже от, это будет төмен. Его улица одним словом. Көшесі. И шығыс септік көшесінен төмен. Ниже от его улицы. Следующее словосочетание кроме нас. Кроме нас. Послелог кроме, басқа. Басқа. Мы видим нас. И нас начальная форма это слово мы. Біз. Окончание шығыс септік. Бізден басқа. Бізден басқа. Вот так очень легко можно научиться пользоваться этой группой послелогов. И на сегодня еще один последний падеж. Многие из вас учили казахский в школе. И этот падеж, он является, наверное, самым любимым у всех, кто учился в школе. Секунду. Это көмекте септік, который соответствует почти, отчасти соответствует русскому творительному падежу. Почему? Потому что у него всего 3 окончания, не все мягкие. Мен, бен, пен. Я сотру. Так, сотру. Көмекте септік. Название падежа, смысл заложен в названии падежа. Көмектес. Көмек, помощь. Вспомогательный падеж иногда говорят инструментальный падеж. Кто-то из преподавателей, некоторые называют творительным падежом. Русскому творительному он отчасти соответствует, по сути, рядом. И, значит, у этого падежа всего 3 послелога бірге байланысты қатар. И давайте попробуем использовать. Допустим, у нас пример вместе с работой. Вместе с работой.
вместе с работой. Мы видим посылок с алгоритм, ребята, тот же самый. Мы ставим посылок после слова, либо после словосочетания. Вместе с бірге. Бірге. Видим слово работа. Жұмыс. И мы с вами знаем, что бірге это посылок просит, чтобы в слове был окончание инструментального падежа. И в данном случае это будет жұмыспен бірге. Вместе с работой. На листе 5.3 мы видим что? Мы видим расписанные дальше вместе с моей работой, вместе с твоей работой, менің жұмысыммен бірге, сенің жұмысыңмен бірге, сіздің жұмысыңызбен бірге, оның жұмысымен бірге, біздің жұмысымызбен бірге, сендердің жұмыстарыңмен бірге, сіздердің жұмыстарыңызбен бірге, және олардың жұмыстарымен бірге. И давайте сейчас попробуем потренироваться использовать этот падеж. Формат нашего курса позволяет мне, как преподавателю, показать вам пример использования. Мы намеренно используем этот формат, потому что, когда человек что-то учит, конкретно язык, то любому слушателю просто слушать очень часто недостаточно. Ему нужно увидеть пример, и потом этот пример повторить. Поэтому активно пользуемся рабочей тетрадью. Вместе с нами. Пример. Вместе с нами. Посылок вместе. Уже знакомый. Бірге. Нами. Это начальная форма слова. Начальная форма нами. Это будет слово мы. Значит, біз. И окончание көмектесептік. Бізбен. Бірге. Вместе с нами. В связи с Наурызом. В связи с посылок. Байланысты. Сочетание л и а иногда можно слышать как ла, иногда можно слышать как ля. То есть это слово правильно будет сказать и байланысты, и байланысты. И так будет правильно. Мы видим Наурыз. И мы понимаем, что здесь нужно поставить окончание көмектесептік. Наурызбен байланысты. В связи с Наурызом. И последнее словосочетание на сегодня вместе с гостями. Вместе с гостями. Посылок. Бірге. Ставим в конец строки. Мы видим гостей. Пишем гости в начальной форме. Қонақтар. И дописываем окончание көмектесептік. Қонақтармен бірге. Вот как легко можно научиться пользоваться и этой группой посылогов. Конечно, сейчас вам в подарок большая домашняя работа. Упражнение отдельно к блоку к именительному падежу, к исходному падежу и к творительному падежу отдельно. И есть упражнение, которое вместе вперемешку. Очень хорошо делать упражнения, когда все, что пройдено вперемешку. Почему? Потому что заучивается, когда мы прописываем в формате одного падежа, кого-то в одном формате, а запоминается и хорошо запоминается, когда мы видим в сочетании с другими конструкциями. Поэтому уже в данном, если до этого у вас были домашние задания только в каком-то определенном формате, то сейчас вы уже получаете домашние задания, где сегодняшние 3 темы даны вперемешку. Но я думаю, вы легко с ней справитесь. Почему? Потому что мы с вами лихо прошли сегодня и 5-е занятие. Осымен 5-ші сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.